Всем привет, дорогие зрители нашего YouTube-канала Театра танца НАС. В стране все еще карантин, а мы все еще продолжаем обучать вас онлайн. Мы хотим, чтобы вы стали чуточку ближе к культуре казахского народа, и поэтому сегодня мы продолжаем изучать казахские движения рук. Сегодня я хочу познакомить вас с таким движением, как жыланша. Жылан в переводе с казахского означает «змея». То есть змея ползет у нас как волна, и наше движение будет исполняться волнообразно. Жыланша – это волнообразное поочередное движение рук во второй позиции от плеча. Музыкальный размер данного движения 4/4. Значит, исходное положение рук у нас во второй позиции, ладонями вниз. На раз и два и исполнитель поднимает правое плечо, начиная волнообразное движение, локоть наверх, кисть вниз. Одновременно с этим левой рукой вниз, локоть и кисть наверх. На 3 и 4 и мы продолжаем то же самое с левой рукой наверх, правой вниз. Повторяем подряд правой, левой, правой, левой. Движение очень похоже на змею. Также мы можем ускорить. Данное движение также применимо во многих наших танцах. Его можно соединять с различными движениями. Например, раз, два, три, четыре. Раскрыли руки. Раз, два, три, четыре. Мы можем садиться в этом движении. Можем вставать в этом движении. Мы можем перемещаться из стороны в сторону этим движением, совмещать с различными переходами. Я надеюсь, что сегодня вместе со мной, Бегловой Александрой, артистом балета театра танца НАС, вы узнали немного больше о казахском танце. Мы также просим вас оставаться дома и соблюдать все меры карантина. Біз біргеміз. Ай-пай киелен еткен жер, батырлар дүркіреп өткен жер, сал сері сайран еткен жер, тұлпарлар дүбірін төккен тер, ғашықтар бір-бірін өпкен жер. Бас иіп, иіскеп топырағын, тағзым жасамай өтпеңдер.